Отмечается праздник в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, приобщивших славян к христианской вере через достижение грамоты и книжной культуры. Братья не только заложили начало славянской письменности, но и перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, чем способствовали введению и распространению славянского богослужения. Надо отметить, что книжная культура зарождалась во всем мире, и славянские страны не исключение, и монастыря. Писали монахи, переписывали книги. И вот такие рукописные книги есть и в нашей библиотеке сегодня. И, наверное, не случайно вот именно этот праздник всегда отмечается совместно с церковью, государство и церковь. Невозможно Русь представить без святых, людей, хранящих и передающих духовную энергию. Среди них преподобные старцы, монахи, патриархи, князья, воины. Одним из самых почитаемых по праву является Сергий Радонежский. 700 лет со дня рождения Миронова отмечается в этом году. И мы решили совместить вот эти два больших праздника. Сегодня мы представляем вашему вниманию выставку «Образы русских святых в литературе и иконописи». И также есть уникальная возможность сегодня услышать выступления, которые помогут лучше нам понять и русских святых, и значение славянской письменности. Спасибо. Мы отмечаем регулярно в это хорошее, доброе время, когда природа пробуждается, когда в сердце наступает праздник, когда хочется снова жить и появляются какие-то новые надежды. Вот этот прекрасный праздник посвящен двум великим людям, солнечным братьям Кириллу и Мефодию, которые стали основоположниками нашей духовности и культуры. Это замечательно. И вот действительно, они совершили великий подвиг. Подвиг, конечно, во имя церкви, потому что задача была миссионерская, но они своей этой большой работой двинули вперед нашу культуру. И это прекрасно. И мы видим, что благодаря вот этим самым усилиям стала создаваться великая литература. Благодаря влиянию Византии появилась наша отечественная иконопись. И вот сегодня вот это огромное богатство мы можем лицезреть и в храмах, и в книгах воплощенных, и учитывая современные технологии, все эти интернет и так далее, можно, не выходя из дома, посетить любой храм и заглянуть в хранилище любой библиотеки. Это совершенно замечательно. Мы, конечно, идем вперед, все это прекрасно.
Поэтому, учитывая то, что выставка посвящена нашим святым, надо учитывать, что, конечно, историю делают люди. Люди разные. И если мы возьмем вот этот сон православных святых, там можно найти людей самых разных профессий, самых разных талантов, начинаний там и так далее. Там и монахи есть, и просветители, и учителя, и простые люди. Там есть и полководцы, и флотоводцы, и многие-многие другие. И каждый на своем поприще совершал свой подвиг, может быть, тихий, незаметный, который потом был отмечен в истории. И это замечательно. И вот благодарность этим людям, которые не стремились к славе, которые не думали о том, что я работаю для своего жития, и придет какой-то монах, или летописец, или секретарь, который будет шаг за шагом записывать все мои самые дела, а рядышком будет находиться какой-то придворный художник, который все это будет фиксировать, потому что фотоаппаратов тогда не было и так далее. Они об этом просто не думали, но они остались в истории благодаря тем людям, которые бережно, крупица по крупице, восстанавливая вот эти самые духовные шаги этих самых людей. И мы благодарны тем монахам, тем художникам, которые воссоздавали вот эти образы. Может быть, они далеки от того самого подлинного образа, но мы их воспринимаем именно так. Так, как написал Андрей Рублев, так, как они написаны были Дионисием, как делал Феофан Грек, наши современные живописцы. И это прекрасно. И у нас с вами такая действительно уникальная возможность подойти, посмотреть вот эту воплощенную святость в обложку книги, посмотреть, как запечатлено все это на иконах, на каких-то произведениях, потому что вот реально, действительно, книга это уникальная вещь. Большая, толстая, маленькая. Открываешь ее, и там ты не просто открываешь печатное издание, ты открываешь для себя целый мир. И постигая ее страница за страницей, ты постепенно погружаешься вглубь времен, историй, и становишься как бы соучастником вот этих далеких событий, сопереживая вот эти все события, становишься соучастником, и тем самым ты начинаешь осознавать, сколько за твоей спиной все это находится, и сколько впереди. Ты начинаешь себя оценивать вот в этих местах истории и понимать, что ты сделал, а что не сделал. Ты уже начинаешь оценивать свою жизнь. Поэтому благодарны нашим потомкам, благодарны нашим великим людям. И поэтому, пока жива культура, живут человечество. Дай Бог всем здоровья, успехов на вашем поприще. Поздравляю всех с праздником. Вот благодаря, в том числе и этой выставке, у нас будет возможность более глубоко изучать историю, в том числе наших святых. И я и в другом вижу сегодня особое значение этой выставки. Наверное, все-таки сегодня мы созрели для того, чтобы вот те уникальные люди, личности, которые действительно своим трудом создавали историю Руси, стали примером для подражания, в первую очередь, для молодого поколения. Вот здесь есть, у нас присутствуют, есть представители молодежи, но, к сожалению, не так много. Так или иначе мы постараемся сделать так, чтобы люди подошли, посмотрели. К сожалению, когда я прихожу в храм, я тоже замечаю то, что сегодня все-таки среднее и старшее поколение приходит в храм, но знаю одно, что мы должны воспитывать их, вот, например, и наших святых. И особые слова благодарности руководителям этого уникального нашего храма, руководителям национальной библиотеки, говорил вам и вашему коллективу, вашей команде, потому что мы находим новые формы работы с людьми. Да, в храм человек приходит за одним, но дополнительно принимает и получает то, что неожиданно, да, наверное, для него. Он открывает другую тропинку не только в храм, но и в храм знаний, да, как мы называем наши библиотеки. И это очень важно, потому что сегодня в особых условиях находится у нас национальная библиотека, и если мы находим какие-то новые формы, подходы и предложения для наших граждан, это всегда уникально. Спасибо вам. Я думаю, что подобное мероприятие в рамках не только года культуры, который объявлен 2014 год, мы найдем возможности привлечь больше верующих молодежи уже и вообще населения, подобные проекты и подобные мероприятия.
Мне бы сегодня хотелось особо поблагодарить наших гостей и министра культуры Владимира Михайловича Соловьева. Ну и, конечно, прежде всего организаторов сегодняшнего вот этого торжества, организаторов этой выставки, это руководство и администрацию нашей национальной библиотеки. Конечно, Дни славянской письменности мы все особо празднуем. И не так давно, наверное, вот буквально несколько лет назад, все обширнее и обширнее начинаются вот эти празднования. Слава Богу, что не только церковь, но и государство относится все больше и больше к православной вере, к православной культуре, как родоначальнице вообще всей нашей с вами культуры. В наших школах преподаются основы православной культуры, и на этом слава Богу. И вот сегодня мы вспоминаем преподобного Сергия Радонежского. 700 лет со дня его рождения. Этот год культуры, и вот еще отмечен особыми торжествами, и в том числе такого государственного, масштабного государственного значения, потому что указ о праздновании 700-летия преподобного Сергия Радонежского подписан самим президентом. И казалось бы, почему такое вот особое отношение к этому простому, казалось бы, монаху, ведь он не был каким-то особым великим политическим деятелем или каким-то организатором великим. Он был простым, смиренным монахом, но который объединил через себя всю Русь. Он благословил на победу на Куликовом поле Дмитрия Донского. Вокруг него собиралась большая христианская община, он родоначальник нашего общежительного монастыря, нашего общежительного монашеского делания. И к нему по благословению идут наши князи, наши цари. И, казалось бы, для чего они идут к этому простому монаху, чем он так привлекателен? Дело в том, что Сергий Радонежский нес в себе воплощение любви Божией, истинного христианского совершенства, к которому призывает наш Господь Спаситель. И вот именно вот эта сила любви Божией, она привлекала всех людей, которые обращались к этому святому подвижнику за своим благословением. Потомки называют Сергия Радонежского печальника земли русской или еще игуменом земли русской. Поэтому приятно, что мы вспоминаем вместе и светская власть, ну и, конечно, церковь этот год посвящает этому великому святому, потому что действительно в нашем современном мире нам подчас не хватает вот той всепобеждающей любви Божией, которая всегда объединяла наше государство. Я всех вас поздравляю с этими празднованиями. Желаю помощи Божией вам, вашим семьям, здоровья душевного и телесного. И поздравляю с открытием Дней славянской письменности и культуры. Мне, как руководителю иконописной школы, очень, наверное, хотелось бы рассказать, какие проблемы даже вот, в украшении наших храмов современных. Потому что вот где мы сидим, это тоже, как вы знаете, воссозданный храм. Много в республике сейчас строится, восстанавливаются храмы, буквально в каждом районе, наверное, где-то что-то двигается, что-то делается. И, конечно, без икон, без храмовой росписи очень сложно представить храм. Вот представьте, если мы уберем изображение святых, если уберем, значит, у росписи, во что превратится вот, этот зал. Наверное, сложно представить, да? Все же как велика роль иконописцев в украшательстве и правильном украшательстве этих храмов. И вот, конечно, здесь вот, как руководитель иконописной школы Ставроса, очень сталкиваемся вот, порой такими проблемами, как жанрами, как стилями росписи. Вот два таких основных направления. Это вот надо как знать таблицу умножения земная. Это византийский стиль, это самое, откуда началось у нас, это роспись, откуда православие идет. И вот это византийский стиль. Это как бы корни всего, что можно вот в иконописи представить. Да? И вот если здесь даже посмотреть, вот у нас в византийском вот распятие, в византийском, чисто в византийском стиле расписано, да? Потому что многие путают. Но если
поднять голову, да, это академическое направление. Видите? И вот здесь часто настоятели храмов к нам обращаются и говорят, вот мы хотим академическое письмо. А некоторые батюшки говорят, вот нам академического ничего не надо, нам только византийское греческое письмо надо. Видите, мы в таких вопросах уже начинаем как бы искать образ храма, образ архитектуры. И, конечно, у нас вот старые храмы, например, здесь они в основном такого академического плана, поздние. Христианство у нас более позднее здесь, да? И росписи, вот если вот посмотреть старых храмов, они были выполнены в академическом плане, выполнены массовыми красками. В основном это, значит, копии были сделаны очень много копий Спиранского, Вознецова. И даже вот вы, наверное, знаете историю, что вот, значит, там где-то у нас на севере Удмуртии есть храм, где приписывают, что это Вознецов расписывал. Он никак в это время не мог расписывать, он потому что в это время готовился к персональной выставке в Париже, да, и не расписывал этот храм. Да, но много образцов ходило, которые, значит, по которым образцам писали уже. И очень здорово там, похоже, очень написано. Да. И вот здесь да, в Удмуртии вот, сохранились вот такие академического плана росписи. Это, ну, они, правда, вот масляная живопись, она вот отрескивается. Вот стена не дышит, это, представьте, льняное масло, основа пигмента, и они вот такие уже со стены отскакивают. Через 100 лет уже, можно сказать, они будут все вот такие вот, масляная живопись не оправдала себя, в том плане она не дышит, да, не отлетает этой стены. И реставрации, в принципе, очень сложно подойти. Вот мы в Полозово недавно ездили, там великолепные когда-то были росписи, но в таком ужасном состоянии находятся, хотят реставрировать, но они все сыпятся. И там, понимаете, вот проще, например, эти сюжеты по-новому написать, по новой технологии, нежели, например, расписывать, да? И вот сохранность, конечно, вот, консервация этих храмов у нас в Удмуртии, ну, в принципе, это очень дорогостоящее и не делается. А вот здесь вот уже написано вот это академического плана хотя бы, да, но это акриловые краски. Хотя вы в брошюрке Михайловского собора, вот эта книжка есть, там написано темперными красками, тут немного палевские художники лукавят. Это вот уже современные краски, акриловые. Вот они уже, значит, эти краски уже дышат. Вот через 100 лет осыпания никакого этих красок не произойдет. Потому что и стена, и красочный слой, и лакокрасочный слой – это единое целое, как получается, и это все нормально. Было еще, вот, если в историю заглянуть, конечно, самая прочная живопись, конечно, вот, из сохранившейся, да, это фреска. Вот многие говорят, даже вот я источники читаю, например, да, говорят, вот это фреска. Вот даже здесь, вот как-то искусствоведы, я не знаю, экскурсия была, да, в Михайловском соборе, и учительница рассказывает детям и говорит, вот это фрески. Вы понимаете, это вот кардинально неправильно. Фрески, это когда их у нас в Удмуртии нигде нет фресок. Ни в одном храме нет. Так, они только встречаются, значит, это в средней полосе нашей вот, России, где очень это, значит, где-то распространены вот эти храмы, там Ярославская, там это Владимирская, там фрески можно встретить. А здесь у нас в Удмуртии нет фресок. А фрески это пишутся вот по сырой штукатурке. Прям вот штукатурится по сырому, да? Краски натираются, пигменты на воде, и прямо по сырому, как по тесту пишется. И это сохраняется, вот каменеет, превращается снова, значит, это известковый такой камень. И вот эта вечность уже вот, ну, как оправдала она сохранится еще столько же. Понимаете, вот дошла до монгольского периода, вот эти росписи, они дошли до нас и в хорошем состоянии. Вот фрески. Но фресками сейчас, видите, никто не занимается, потому что это очень дорогостоящие и очень технологически долгая работа. Например, иконописец может, ну, я, например, могу, я пробовал это, писал фрески, я могу за день только написать вот квадратный метр этого орнамента. Понимаете, за один, вот. И все, потом у меня все высохнет, все надо по-новому выкидывать, все и по-новому надо штукатурить и снова писать. Вот здесь, например, я только одежду успею написать, а лики надо отдельно штукатурить, а отдельно писать. И технология очень сложная такая, и этим, в принципе, не занимается. И вот мы сейчас, значит, уже современные храмы расписываются вот в основном акриловыми красками или
силикатными. Это новые технологии германские. Они тоже как фрески впитываются известковую штукатурку, и они, в принципе, более долговечные такие. И как в центральной части России, в Москве, в основном вот такими современными красками расписывают. Но если про образы сказать, да, у нас образ святых, да, конечно, вот всегда вопрос задают, а как вы пишете, откуда вы, например, образ-то берете, откуда вы с головы придумаете, что ли, вот все вот вопросы задают. Это, конечно, вопрос очень сложный, вот здесь тоже отметили, да. Ну, раньше, когда ни интернета, ничего не было, фотографий не было, конечно, все это передавалось по описанию устному, но записанному где-то. Вот они в старинных книжках, вот у меня несколько томов таких есть, просто вот эти святые словесно описаны, вот, например, написано, лик был у него такой, лоб открытый, борода кучерявая, как у Николы там, прямо сравнение делается, нос такой чуть-чуть загнутый, и все устное описание просто в письменном виде, вот они традиционные такие. А иконописцы еще самые-самые, из чего исходили, из чего, например, делали, это вот по прорезям. Это я всегда сравниваю музыкантов. Наверное, есть музыканты, я знаю, есть музыканты. Музыканты играете по нотам, да, ноты же всегда одинаково написаны, так? У художников, иконописцев есть прорези. Это на тонкой бумаге, так, переходящие из поколения в поколение мастерских эти образы, линейные такие, черно-белые, так? И вот по этим образцам, где вот иконописцы в основном пишут эти лики. Это самое правильное, потому что они очень древние, из поколения в поколение передавались, их даже они засекреченно держали, эти прорези, я знаю, в памяти. Есть такие прорези, которые до сих пор не семья, например, иконописцев там пятого поколения, они никому не дают эти прорези. Они такие великолепные прорези, да, но они не хотят распространить, что вот у них такое, как сокровище держится. И вот, например, любую икону взять, вот здесь, да, вот можно найти вот на Богородицу, пожалуйста, прорезь. Их много, так? Но самое лучшее вот отбиралось, передавалось, и вот старые времена, древние времена, в основе иконописцы трудились по прорезям. Все эти сюжеты праздников, предположим, брали из прорезей. И здесь уже, конечно, они прорези оттачивались, как у нас вот вышивка, предположим, удмуртская, там оттачивалась, орнамент какой-то, да, какие-то детали оттачивались, и столетиями все самое лучшее переходило, а самое худшее убиралось, так, как бы подсознательно. Также в иконописи все худшее какое-то убиралось, а самое лучшее оставалось. Теперь вот образы наших святых, да, русских, это, конечно, уже самые выразительные, они, конечно, выполнены в академическом плане. Это вот взять вот Васнецова, потому что Васнецов уже как бы масляной живописи трудился, маслом работал, да? Здесь, кстати, вот в Михайловском соборе у нас очень много росписей с картонов Васнецова сделаны вот паришанами, да? И эта моделировка формы, она более понятливая, и образ, например, моделировки лица, она более выразительная, да? И более характернее можно изобразить его как художнику вот в таком академическом плане, он более узнаваемый, понимаете, вот это. Но в византийском в то же время, да, идет вот стилизация вот этого образа, стилизация, и эта стилизация, она более, будем говорить, вот в васнецовском стиле, она более такая академическая, более человечная. А вот когда стилизуют его под греческое письмо, под Византию, да, то там этот образ приобретает какую-то вселенную вечность какую-то такую, понимаете, божественность такую более тонкую, более, ну, вот, ну, самое, что ни на есть, вечность входит вот это. И, конечно, вот эта темперная краска, вот, которая на яйце смешанная, то есть краски смешанные, вот это, они, конечно, вот в византийском письме, они более такие технологически сложнее, более трудоемкие, что ли, будем говорить, вот это. Потому что вот у нас в иконописной школе мы иконы вот пишем, в основном вот уже такие выпускники пишут, сами затирают краски, затирают на камнях специальными курантами. Это вот минерал мы покупаем в Москве, Питере. И натирается вручную на эмульсии и пишутся вот эти иконы на таком желтке яичном.
добавления там уксуса или кислотных каких-то соков кислотных. И, в принципе, вот моделировка вот византийская, она вот термины ближе вот какой-то вот такой вот интереснее там получается. Но это, наверное, надо просто видеть. И вот я хочу вот сказать, что вот, в принципе, сейчас очень много литературы, да, очень хороших книг. Раньше вообще не было такого, мы не знали, с чего начинать, как это все писать, собирали. Вот я помню, в Москву ездил, вывозил эти книги, привозил эти книги. И вообще тут ни одной книги по иконописи, предположим, не было. Сейчас великое множество, и так заглянуть можно в такую глубинку, прочесть вот это все. Это сюжет. Вот я наших иконописцев всегда ставлю выше, например, чем итальянцев. Все, многие вот будут восхищаться, например, итальянским возрождением, да, все вы проходили, знаете, чтобы учиться в возрождении, да, но наши как-то забыты. Вот если клеймо посмотреть, вот сюжеты, да, вот взять клеймо, предположим, да, клеймо. Вот здесь такая композиция, такие сюжеты, так просто вроде сделано, и как это ловко вот этот сюжет, предположим, иконописи наши иконописцы русские могли скомпоновать, найти композицию, такое разнообразие, это буквально вот это по композиции, вот, по цифровому решению, по простоте, ну, наши очень далеко ушли от итальянцев. Просто мы как-то не можем рекламировать себя, наше искусство. Оно не зря иностранцы, например, гоняются за нашими иконами, да, за нашей культурой. Они ценят, а мы, к сожалению, вот, ну, как бы и в литературе только-только это появляется. Ну, будем работать в этом направлении. Первый раздел нашей выставки называется «Жизненный опыт русских святых». Он говорит сам за себя. И здесь, конечно же, собраны книги о самих русских святых. Прежде всего, научно-популярного и исследовательского характера. Конечно, говорить о святых, не связываясь с русской историей, невозможно. И труды Василия Ключевского, и незаслуженно забытого Николая Полевого «История русского народа», книга представлена, самое лучшее тому подтверждение. Конечно, много трудов на выставке представлено по вопросам святынь и святости как таковых, литература по исследованию. В частности, двухтомник Топорова «Святость и святые в русской духовной культуре». Представлены в первом разделе и исследования Российской академии наук, этнографические исследования о русских. И прежде всего привлекает внимание книга «Святыни и святость в жизни русского народа». Она выполнена в красивой обложке. Книга вышла в 2010 году. И в рамках нашей темы более интересны такие разделы, как влияние подвижников на формирование народного самосознания, и наверняка привлечет Божья помощь в военном деле. Эта статья. Невозможно говорить о русских святых, и не вспоминая о крещении Руси. Книги на выставке присутствуют, и самое красноречивое из них – это крещение Руси и наши первые святые. О святых книги и представлены авторов Георгия Федотова и Владимира Крупина. Евгений Поселянин расскажет в своем труде «Русские подвижники XIX века» именно о подвижниках. Незабытый век XX, автор книги Гурьянов «Новые православные святые», рассказывает о тех, кого и за что канонизировал собор Русской Православной Церкви в год тысячелетия принятия христианства. Ну и кроме того, присутствуют на выставке книги, рассказывающие о конкретных святых. Например, книга Нила Саровского связана с традициями русского монашества. И древнерусские оптинские старцы, как раз книга, книга о старчестве на Руси. Сами образы, отдельные образы святых даны на выставке, и самым ценным документом здесь является уникальный, на самом деле, документ
извещение. Это рукописный документ с автографом настоятеля и протоиерея Андреевского собора Иоанна Кронштадтского, который возведен в лик святых в храме святого праведника. Ну и невозможно не вспомнить о Петре и Февронии Муромских, памятник, который мы все увидели, входя в собор. Мы знаем, что Феврония и многие князья Федор и Феврония являются образцом христианского супружества, и своими молитвами они низводят благословение на вступающих в брак. День поминовения этих святых 25 июня. И напомню, что памятник около собора был возведен в 2013 году. А образы русских святых в литературе – это тема второго раздела. И, конечно, русская литература начинается в начале X века, когда с приходом христианства на Русь появляются и не только церковные произведения, но и повествовательные. И начало литературы, конечно, связано с летописанием. И первая летопись, о которой мы знаем, это «Повесть временных лет». Это произведение пропитано христианскими мотивами, и тема ее, основная тема – это выбор веры на Руси и князь Владимир, который осуществил крещение Руси. В этом же веке создано слово о законе и благодати. Мы знаем, напомню, что это тоже произведение, высокопатриотический памятник, создал его митрополит Иларион, и он также восхваляет дело Владимира, сравнивая его с апостолами, с апостольскими делами распространения христианства на Руси. И особенно хочется сказать о более художественном плане интересных произведений. Это сказание о Борисе и Глебе. Именно они стали первыми русскими святыми, которые признала Византийская церковь. Оба брата погибли в межкняжеских распрях, не подняв руки на своего брата даже в защиту своей жизни. И вот именно такое неподнятие и прославление Бориса и Глеба как раз связано с традицией старшинства в княжеской иерархии, которая как раз Борис и Глеб, которые не подняли руки на старшего брата, как раз удостоились канонизации и признания их как святыми. И, наверное, одна из обширных частей литературы – это жития святых. И более всего хочется сегодня им представить, поскольку мы говорим о Сергии Радонежском сегодня, о нем говорили много, это житие преподобного Сергия Радонежского, лицевые миниатюры. Это как раз собрание сталицевых миниатюр или примерные. Каждая миниатюра сопровождается еще и текстом на русском языке современном, которое дает нам как раз более точно понять, о чем идет речь в древних текстах. Книга и полиграфически исполнена интересно, поэтому призываю вас обратиться к ней. И, наверное, интересным будет интересен для слушателей лицевой летописный свод XVI века. Это факсимильное издание, которое не так давно было предпринято. Оно тоже представлено на выставке. Ну а наиболее интересными экземплярами, наиболее ценными являются книги, которые увидели свет, церковные книги, которые увидели свет в конце XIX – начале XX века. Это прежде всего святцы и Минеи. Минея общая и Минея месяцильная. Святцы – это церковная книга с перечнем святых и праздников по месяцам и дням недели. А Минея содержит также по месяцам и дням недели, но уже службы, молитвы, песнопения и жития святых. То есть это уже книга для
чтения. С ними можно тоже познакомиться на выставке. И, конечно, не забудем художественную литературу. Многие наши писатели обращались к образам святых, конечно, в разных ракурсах. И прежде всего представлю книги отдела редких и ценных документов нашей библиотеки, изданные в военное время в 1943-1945 году, выглядят они вот так. И одна называется, это пьеса о князе Владимире в 5 действиях, одним из авторов которых является Ольга Форш. А вторая – это Владимир Данилевский, известный историк, Дмитрий Донской. Книги находятся в библиотеке, и с ними вы тоже можете сегодня познакомиться. Конечно, обращаясь к литературе, мы, увидев Солженицына, конечно, вспомним о Матронушке, вспоминая и о Матрёнин двор. А произнеся, например, имя святого Ильи Муромца, сразу вспоминаем былины. Илья Муромец, Соловей разбойник, Илья Муромец и Павел Царь. Ну, открывая святцы на 1 января, мы видим, что святые мощи преподобного Ильи хранятся в Киево-Печерском монастыре. Книга о нем тоже здесь присутствует. Ну, разных святых можно почитать, и о Сергии специально здесь есть 3 книги. Это Дмитрий Балашов, Константин Зайцев и Дмитрий Балашов еще одна похвала Сергию. Поэтические произведения также представлены о святых. И есть молитвы русских поэтов, целый сборник, можно с ними познакомиться. А голубиная книга о русских народных духовных стихах. Ну и завершает нашу выставку «Зримый образ русских святых». Это название 3-го раздела нашей выставки. Естественно, здесь представлены книги об иконописи. И книги общего характера, и представляются альбомы о самих святых, их жизни и образом. Открывает раздел книга Лазарева «Русская иконопись». Написал ее Владимир Лазарев. Достаточно известный человек, он занимался славянской, азербайджанской иконописью, и вот этот труд будет наиболее интересен. Он представляет много фактов, материалов о разных иконописных школах, московской, псковской, новгородской и других лучших произведениях и лучших мастерах. Говоря о мастерах, конечно, вспомним об Андрее Рудове, об иконописце, который сам возведен в ранг святых, книги о его творчестве и о его жизни представлены на выставке. Иконография Сергия Радонежского также представлена в книге «Преподобный Сергий». И, кроме того, имеется литература, как еще раз я говорю, общего характера, о философии русского религиозного искусства и о технических вопросах, именно икон, иконографии. Словарь изографа и наиболее интересно, наверное, для практиков, труд монахини Иулания, техника иконописи с приложениями прорези. Ну и завершают нашу выставку альбомы, выполненные с полноцветными фотографиями на аннуированной бумаге и, конечно, передающие наиболее точно те образы, запечатленные в иконах. Как вы знаете, поначалу словесность была церковной, не было светской словесности. Вот это крещение Руси, церковность, словесность носила церковный характер. Она была единой в своих жанрах. И самой главной книг, золотой книгой, конечно, является Священное Писание. Это обозначено в литургическом богослужении, когда выносят эту книгу. Это самое главное действие, которое происходит во время богослужения Слова Божия. Вокруг этого Слова Божия движется, образуется все. И иконы есть мир святости. И поэтому
вы знаете, что в церковной словесности не принято было оставлять авторство по смирению своему, потому что Духом Божиим писалось какое-то произведение. Кроме того, не сам человек дерзал что-то писать, а по благословению игумена монастыря писались какие-то книги, так было виднее, он писал. Но все-таки история оставила для нас эти имена удивительных создателей житийной литературы. Это прежде всего нужно сказать о Несторе летописце, это стало их именами. Это Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет, серб Пахомий Логофет, собственно, Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет, и создали вот это житие Сергия Радонежского. Логофет подправлял в нескольких редакциях, до нас дошли редакции XIV века в основном, и у исследователей большая проблема вот эти вот тексты сопоставлять, и соединять. Вот, а с 17 века такая произошла история разделения некогда единой жанра в отношении словесности на светскую и церковную. И кроме того, в силу исторических процессов, в начале обмещения, связи с Западом, мода на западные жанры, стала остывать, ослабевать вот эта вот своя собственная традиция или традиция связи с греко-византийским источником. Она уже была готова восстановиться, но тут вновь помешало это событие 17 года, после чего возникало ощущение в нашем пространстве, что святости будто бы не существует, и никто не знает, что это такое. Но вот, тем не менее, постепенно все это восстанавливается, все возвращается на круги своя. И вот уже сказали, что удивительное дело, с чего русская святость начинается. Уже было сказано, что и византийская церковь, епархия византийская, они признали первыми страстотерпцев Бориса и Глеба. Раньше, между прочим, нежели чем канонизировали их, чем Владимира, святого князя Владимира и даже Ольгу. Вот. Поэтому любовь к ним всегда была. И она, естественно, прежде чем канонизировать святого, должна быть написана икона, житие, акафисты, должно быть представлено это в церковной поэзии, в гимнографии. И вот эти святые страстотерпцы, они первые русские святые, и они, вот нет у них произведения, я могу назвать вот в классической словесности произведение крупного классика, который посвятил целый текст, целое произведение, роман или еще какой-то жанр крупный. Но их воздействие, вот этот образ кротости, смиренной кротости, покорливой кротости, который воспринят был русским народом через Христа, послушливость Отцу даже до смерти, любовь к роду человеческому, она ведет именно вот от этих святых. Они задают ту самую главную ноту, которая прозвучит во всей русской культуре. Именно Борис и Глеб. И не случайно даже некоторые исследователи, историки, деятели культуры даже как бы такой круг образуют. Вот русская святость начинается с князей, страстотерпцев Бориса и Глеба. И как бы некое такое, не конец, конечно, это бесконечно, а некое такое вот завершение, закругленности есть в кончине страстотерпцев в венценосной семье Николая II. Да, и семейство тоже страстотерпцев. Некий круг какой-то исторический возникает. Далее, если брать историю канонизацию, то канонизированы были преподобные, причем Антоний, несмотря на то, что был он учеником Феодосий, напротив, несмотря на то, что он был учеником, Антоний был канонизирован раньше. Вот такие перипетии канонизации возникают. Мы видим, что вот в начале великие князья, потом преподобные,
И Русь славилась именно преподобными, то есть из монашествующих, когда семьи были большие, крестьянские, обязательно одного-двух молитвенников семья отдавала отмаливать рог. Это было настолько нормальным, что, допустим, вот в Оптиной пустыне два святых оптинских старца, Антоний и Моисей, это два брата, которые были игуменами, и потом было такое после испытания, они были в разные монастыри, как в Переяславском монастыре, один из братьев был после, хотя они уже по духу сроднились. И как бы русская церковь долго не знала такого типа святости, как мученики. В основном это ранние христиане, да, замученные вот в эпоху древнего Рима, Нерона, Диоклетиана и прочие. Вот, святость мученического типа, да, она расцвела вот в связи с событиями 17 года. Сон тысячи, сотни тысяч вот, русских мучеников за веру. Мы даже не знаем многих имена. Вот, то, что осталось, это только маленькая, наверное, толика того, что вообще существовало из этой святости. Ну и на Руси особенно почитаемые, помимо страстотерпцев, юродин, хотя все, да, все чины святости почитаются, юродин. Вот этот тип святости особенно присущ русской святости. Юродинов мы не встретим нигде, только вот в русском реально духовном, в русской культуре. Отсюда, ну это можно просто, это каждый знает, обязательно каждый сразу назовет Василия Блаженного, даже его храм главный на Красной площади называемый Успенским собором, собор Василия Блаженного, да, хотя это один из пределов великого храма. Это, конечно, Ксения Петербургская, это Матронушка Московская, да, это в Грузии такая Анастасия сидячая, вот, по-моему, сейчас уже так готовится к канонизации, удивительная такая история житийная. Потому что вот они, вот этот образ смирения и кротости выразили наиболее полно, то есть отреклись от славы мирской, вот, от всего земного, от денег, от комфорта, ради любви, ради служения наиболее полно выполнили заветы Христа. Не случайно Амвросий Оптинский говорил так, эти слова, очень, вот они висят на Виденском храме, рядом с клирисом, главные слова, которые читает она постоянно, встречается с ними. Есть смирение, все есть. Нет смирения, нет ничего. При наличии других добродетелей, без смирения, все добродетели уничтожаются, совершенно уничтожаются. И вот этот вот идеал смирения, русский дух, русская культура, русский человек старается воспринять душевно и наиболее полно. Ну вот, если говорить о классике, я уже оставлю вот этот вот поперед, поскольку вот он отражен, что вот это глубоко показательно, как великие мастера наши, классики, гениальные художники отражали эту русскую святость. И кого? Ну, конечно, прежде всего, преподобного Сергия. Да, в каких произведениях? Это мало кому известная драматическая хроника Александра Николаевича Островского, драматурга, под названием «Козьма Захарич, Минин Сахаров». Ну вот эта тема освобождения от польской интервенции, пробуждения национального духа, она была не модной, даже запрещенной в советские годы. Поэтому само произведение, кроме грозы, ничего не знали. Поэтому о грозе такое представление, как о сатире. На самом деле все было несколько по-другому. Вот там он изображает такую ситуацию, когда Минину является в тонком сне или в видении сам преподобный в схимнике в одежде херувима. Да? Вот. И он понимает и чувствует знаки этого явления, главное есть излияние аромата мира, и он понимает, что надо идти спасать Москву. Дальше этот образ отражен у знаменитом, ну, помимо жития
житийной литературы, а житийная литература была представлена в XIX веке везде. Вот практически в доме каждого, ну так, это не я выдумываю, это по свидетельствам современников, что в доме каждого человека была книга Евгения Поселянина. Это его псевдоним, он Погожев, его фамилия Погожев, и он удостоился исповеднической, мученической кончины, он был расстрелян большевиками. Вот. Хотя его оптинские старцы уговаривали, значит, поступить в монахи и говорили, что вот был бы, он из дворянского рода, он был бы святой. Вот. Его смутило то, что нужно где-то в коровнике работать. И, значит, старцы говорили, ну вот он испугался, а был бы великий святой. Вот отказался, и начались у него проблемы. Начал вернуться в мир. Но тем не менее он закончил жизнь как верный сын церкви. Да? И он оставил жизнеописание Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, жизнь Богородицы, огромный такой вот труд. И он собирал вот эту русскую святость по крохам. Это удивительный автор. Его работ, вот я еще помню, лет 10 назад невозможно было найти. Не только вот выходили, их только издавали, и сразу это все раскупалось. Но вот насыщение так и не произошло. То есть русская святость сейчас в огромном дефиците. Потому что когда вот эти вот имена были, значит, ну, ростовские это понятно, это чьи мини, вообще в мини вот эти вот житейные моменты не туда входили, и они издавались. А вот такие авторы, которые популяризировали бы ее, да, вот Евгений Поселянин — это такое крупное имя, крупный писатель, не просто беллетрист, а именно такое имя. И вот таким именем, наверное, в современной действительности претендует, что ли, на это имя в литературе Тихон Шевкунов, потому что когда появились его «Не святые святые», то вот тиражность издания она побила все жанры, значит, детективной литературы, любовной литературы, миллионные тиражи, часть которых идет на строительство вот этого храма новомучеников российских, потому что на Лубянке, да? Вот. Ну и если брать крупное такое еще произведение, где запечатлен образ Сергия Радонежского, это замечательное произведение Бориса Константиновича Зайцева, оно так называется «Преподобный Сергий Радонежский». Да, преподобный Сергий Радонежский, который таким фильтризованным манером повторяет вот то, что когда-то описал в житиях Епифаний Премудрый и покойный Логофет. Ну, а еще можно вспомнить и там, где появляется этот образ, это у Шмелева. Шмелев очень любил обращаться к Сергию Радонежскому в скорбные эмиграционные годы для него, годы эмиграции. Буквально его спасал, по всей видимости. Это замечательный рассказ Куликова «Поле», ну и это «Богомолье». Да, «Богомолье». Ну и, конечно, не мог никак не отражен быть в литературе образ Серафима Саровского, но он иносказательно изображается. Есть такое замечательное произведение у Лескова, знатока, кстати, русской иконописи. Он был один из немногих, кто занимался ею серьезно и, кстати, возродил интерес прежде всего августейшей семьи к иконописи. Благодаря Лескову, одному только человеку, в России стал возрождаться интерес. Что может сделать одна личность? Поэтому, как говорят про него, он совершил гражданский подвиг, тем самым вот этот интерес оживив, разогрев. И он очень много, он был дружен с художниками старообрядцами, у него есть и статьи, и вот это одна сейчас из интересных вообще тем, которым словесник привлекается. И вот у него есть замечательный рассказ, который называют, как же его называют, Василием Блаженным русской словесности. Вот такая метафора, образ. Запечатленный ангел. Там есть образ Пампы, в котором угадывает загадочный, мистический, непонятный, но тем и интереснее, угадывается образ Серафима Саровского, которому, конечно, русский человек преподает. Вот это вот два образа, самые, наверное, такие любимые, самые значительные. И удивительным образом вот в литературе нашей Евгения отразился еще один образ, это образ Амвросия Оптинского. Вот
интересно избирательно, да, такая память генетической Евгении в знаменитом романе, ну, признанном шедевре мировой словесности, это «Братья Карамазовы», когда он просто говорит о старцах, о появлении, о таком феномене на Руси, как старчество, упоминает Паисия Величковского, и за образом Зосимы, конечно, угадывается, ну, и в Арсенофе Оптинске, собирательный портрет. Нельзя сказать, что вот именно Авросий Оптинский, но то, как это изображается, это вот именно то, что обозначает собой феномен оптинского старчества. Ну вот, не помню, кто из философов, то ли Бердяев, то ли Леонтьев, заметил, что русский человек может быть либо святым, либо разбойником. От чего у него все бытовые проблемы? Ему нужно раздолье. Мы будем надеяться, что вот с восстановлением всех скреп духовных у нас возникнет мода в хорошем смысле на святость. Потому что оказывается? Вот попробуйте, заключите с собой такой договор. Вот я хочу стать святым. Ведь это же как удивительно. Ведь это же какие явления, какие состояния человек переживает. Сергию Радонежскому, первому русскому святому, которому Богородица явилась не в видении, ну так говорят, а непосредственно. И много таких удивительных вещей. Когда читаешь идею, думаешь, вот попробовать. Но это такая тайна, которую не понять. И без воли Божией и благодати быть святым просто так не получится, о чем будет свидетельствовать хотя бы пример Льва Николаевича Толстого, который пытался себя каждый день методически исправить, сделать лучше. Значит, вот. Но без чего-то, без благодати Божией, без церкви Христовой не получается. В нашем музее тоже есть достаточно большая коллекция икон, в основном это поздние памятники, 18 начало 19 и рубеж 19-20 века. Три основных направления иконописания можно отметить у нас. Это официальное направление, старообрядческое и фольклорная икона. Мне хотелось бы немного поговорить о том, вообще в экскурсах о истории иконы, спуститься, немножко рассказать, как создавалась икона, кто был первым иконописцем, и вот для этого я даже принесла муляж, чтобы было более понятно. Вообще первые иконы, как вы, наверное, понимаете, появились во II веке нашей эры, но, к сожалению, ни одна икона не дошла до наших дней с этого времени, а сохранились первые памятники VI века. Они были выполнены в технике энкаустики, это восковая живопись. Соответственно, у нас после принятия христианства появились первые иконы в X веке. Первым иконописцем вообще считается один из 4 евангелистов, евангелист Лука. Это я принесла прорись, как раз тут уже было сказано о прорисе. Евангелист Лука на этой прорисе создает изображение Божьей Матери на том самом древе, на котором, на древе, которое была заслана столешница, на котором когда-то трапезовали Иисус Христос с Девой Марией. Вообще икона, айкон в переводе обозначает образ, то есть это предмет материального мира, посредством которого мы можем осуществить молитву, мы можем осуществить свое общение с Богом. Иконописцы, прежде чем создать икону, очень долгое время готовились. То есть это, соответственно, и пост, и молитвы, и каждый иконописец шел в баню, одевал чистую одежду, и только после этого он мог приступить к созданию иконы. Предварительно была подготовлена доска, чаще всего липа, сосна, кипарис привозился также. Для того, чтобы икона сохранилась долго, врезались вот такие вот планочки, назывались они шпонки, так как иногда алтарные образы были большого размера, и делались, соответственно, сразу из нескольких досок. И вот, чтобы доска не покоробилась, это было необходимо. Затем вырезался средник. В среднике обычно писалось изображение святого, наклеивалась ткань называется паволокой, покрывалось все пространство иконы левкасом. И вот потому, какая паволока, даже можно определить, когда создана икона.
как вот уже было сказано, иконы писали особенными красками. Краски эти называются темпера. Темпера в переводе обозначает смешивать. Это краска, которая размешивается на яичном желтке. Культура, вся религиозная культура, это культура каноническая, то есть подвержена определенным правилам изображения святых. Ну, вот я только что буквально была на лекции у детишек 3 класса. Все знают, все узнают, да, кто где и изображен, вот благодаря этому канону, который, конечно, складывается. Вот, мы обычно с ними рассказываем о изображении Христа, то есть какие бывают иконографические каноны изображения Христа, изображения Богоматери, которые существуют около 300 видов, да. Главное из них, вот если говорить об иконографическом каноне, это Богоматерь и Дигитрия. А Дигитрия в переводе обозначает путеводительница, к ней относится, например, Казанская, Смоленская Богоматерь. Есть еще такой тип, называется он умиление, когда младенец прижат щекой к щеке Богоматери. Но все вы, наверное, знаете Владимирскую Богоматерь, да, и Донскую Богоматерь. И вот, например, у Владимирской Богоматери есть такая особенность: пяточка у младенца как бы вывернута наружу. То есть вот это опять тот же самый канон, по которому мы можем узнать ту или иную икону. Ну и, конечно, люди простые, которые проживали в городах, в деревнях, они просто-напросто были неграмотными, а вот по этому канону они всегда могли узнать, кто же изображен на той или иной иконе. Затем это Богоматерь Аранта, молящаяся за весь род людской, или погрудное изображение знамения. То есть вот, и мы обычно говорим также и о других святых. Сегодня, например, день перенесения мощей Николая Чудотворца в итальянский город Бари. То есть отмечается день этого святого. Никола Вешний называется этот праздник, вы, наверное, знаете все прекрасно. Вот. Ну и я, поскольку иду с лекции у детей, я вот хотела бы показать одну икону, которая находится в нашей коллекции. Икона начала середины XIX века. Называется она «Богоматерь Троеручица». Ну, к сожалению, образов русских святых у нас не так уж много. Это Семен Верхотурский, Зосима Исаватий Соловецкий и Серафим Саровский. У нас в основном это изображение Спаса, Богоматери, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца. И вот, вот эта икона Богоматерь Троеручица, ну просто хочу немножко о ней рассказать. В VIII веке был период иконоборчества. Был такой император у власти, Лев X, прозванный Саврянин. Он считал, что иконам не место в храме, что нужно их сжигать, выбрасывать, что храмы должны напоминать цветники, сады. Но его оппонентом выступал первый министр Дамасского халифата, звали его Иоанн Дамаскин. Так вот, Иоанн Дамаскин был защитником, заступником икон. Узнав об этом, Лев Саврянин оклеветал своего соперника, обвинив его в предательстве. После чего Лев X приказал бросить Иоанна в темницу и отрубить ему кисть руки. Конечно, было больно, обидно святому, но после долгой молитвы он попросил льва, чтобы тот вернул ему руку. Он приставил руку, долго молился Богоматери, и рука приросла. И вот так появилось изображение Богоматери Троеручицы, тип Богоматери Адигитрия. Вот здесь вот интересно то, что с одной стороны еще на полях изображение святой, это Евдокия, и с другой стороны изображение ангела-хранителя. То есть это значит, что икона, скорее всего, была заказная, то есть пришла женщина, заказала икону с времен ей святой, и впоследствии это стало семейной святыней. Ну вот, в общем-то, у меня такая небольшой короткий рассказ.